Большинство курсантов Центра подготовки «Ботур» – это гражданские люди. Многие не проходили даже срочную службу в армии. Исходя из этого, инструкторы Центра разработали специальную программу, благодаря которой за 3-4 недели обучают новобранцев азам военной науки. Подготовить ребят к нагрузкам, потому что там психологические, физические нагрузки очень серьезные. Мы специально для этого ездили, там смотрели, проверяли, что на передовой. И потом стали уже под эту программу, подготовили огневую, тактическую, физическую, минно-взрывная подготовка. Ну, короче, все основное, что топография еще, чтобы люди, которые придут туда, более-менее ориентировались во всем этом. Многие, кто прошел подготовку в Центре «Ботур», после первой командировки вновь подавали заявки и ехали на СВО. Высокий уровень подготовки позволяет бойцам отрядов «Барс» нести минимальные потери. Сейчас в Центре занимается больше десятка кандидатов, среди которых и молодые люди, и уже взрослые состоявшиеся мужчины. Мне 52 года, я достаточно и для себя поработал, и для семьи. У меня дети есть, работа есть, бизнес есть. Я туда еду не за деньгами. Думаю, отдать перед отчизной долг. Здесь с помощью наших инструкторов получаем какие-то знания, которые нам там понадобятся. Вот оказать первую помощь медицинскую, которая может дать там шанс кому-то, допустим, как обращаться с оружием, тактическая подготовка, физическая подготовка, ну и моральная подготовка. Кроме тренировок кандидатов в добровольческий отряд, инструкторы Центра работают и над военно-патриотическим воспитанием школьников и молодежи республики. С учебным центром «Ботур» работаем уже с сентября месяца в плане военно-патриотического воспитания молодежи. И вот провели уже несколько республиканских соревнований, городских соревнований по эстафете, военно-патриотической эстафете. Военное патриотическое воспитание. И мы, когда проводим медицинскую подготовку, строевую подготовку, тактическую подготовку, этим предметом дети очень интересуются. Многие бойцы из отряда «Барс» из Якутии представлены к высоким российским и республиканским наградам за проявленное мужество в боях. И наверняка нынешние кандидаты, пройдя обучение и отбор в отряд, зарекомендуют себя как смелые и храбрые воины, продолжат славные традиции добровольческих отрядов «Барс» из Якутии. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск.